Мамочка, вот эти цветы прислала твоя внучка Азалия из Анапы. В адрес Амины Гильмановой сегодня весь день звучат поздравления. Она празднует 106-й день рождения. Это стихотворение Амина Гильманова написала, когда ей было 80. Сегодня читает его по памяти в честь праздника. Родилась в 1916-м, 10-м ребенком в семье. Через год в стране революция, затем гражданская война. В школе Амина Гильманова практически не училась. Приходилось помогать родителям по хозяйству. С 14 лет работала дояркой в колхозе, грузчиком на Казанской железной дороге. Во время Великой Отечественной войны строила оборонительный рубеж в Апастовском и Кайбицком районах. 15 лет проработала на заводе имени Серго. Приходилось работать с опасными кислотными веществами. Ни разу за это время не болела. Вот оттуда уже вышла на пенсию. Но и потом 5 лет проработала охранницей. Сейчас Амина Гильманова живет с единственной дочерью. Ей 76. Вместе вырастили 2 внуков. Моя мамочка, она ветеран труда. Она участник войны в тылу. И знаете, вот ежегодно, к 9 мая, вот эти медали ежегодно к нам присылают, поздравительные телеграммы присылают. В общем, государство не забывает. Ну как мне не гордиться ею? Она меня воспитала. Она научила порядочности, правдивости, вот, щедрости. Вот все те качества, которые у нее есть, я у нее все переняла. До сих пор у меня очень хорошая память. Мне нечего стесняться. Меня бережет сам Аллах. Я этому очень рада. Поздравить труженицу тыла пришло и руководство Зеленодольского района. Сегодня в Зеленодольском районе 9 жителей, перешагнувших вековой юбилей. Амина Гильманова – самая старшая из них и загадывает желание на долгие годы вперед. Секрет долголетия моей матери, моей дорогой мамы, это щедрость и жизнелюбие, и человеколюбие, и доброта. Я хочу, чтобы она до 110, чтобы прожила. Сирина Сахапова, Данил Филатов, ТНВ, Зеленодольск. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.